Мы поняли, что до этого, помните, я читала, турки, мехметы вот эти чертовые отказали, Гирей третий, крымский хан, отказал. Как мы поняли, в другом месте где-то я вчера копировал или что закидывал в ТикТок, Телеграм, себе в группу закидывал, что в 1700 году происходит, да, дело? В 1465 году Крымский остров, ну, Крымский хан вошел под Османскую империю. Получается, уже в то время, в 1400 каком-то, они были под империей. А теперь смотрите, если оно так, это я в Инстаграме я скопировал как раз таки, а в 1552, грубо говоря, через 100 лет, пойдет Казанское ханство. А эти, я не помню, что там написано, Крымское ханство, что происходит с ним, непонятно, под османами остается или нет. В 1552 хз, короче, надо где-то найти на него тоже ответ. В итоге, короче говоря, здесь речь идет уже о 1708, да, ведь? Если оно так, то значит, получается, в то время еще были эти гиреи и были эти, да, ведь? Но только уже они говорили, и Мехмед, этот чертовый турк, и этот крымский говорили, что они больно дружат с узким миром, с этим московским царем, и поэтому они не помогли башкортам по вот этим отбим, Алдар-Батыру, короче, не помогли. И тут идет еще сыр-бор с каким-то сибирским ханом, Туре, вот это Туре, короче, получается, или, я не помню, с казахами, которым джунгары придут в дальнейшем, это же вообще по идее, поэтому я начинал это читать, джунгары, которые придут казахам, их, получается, захватывать, джунгары. А в тот же момент, почему-то, не знаю почему, казахи не идут помогать Алдар-Батыру. Вот тоже парадокс какой-то, блин. Вот это удивительный момент. Это что-то история мне не нравится такая. Так что, поэтому надо брать толк каждый шаг, который делался в прошлом, и не ошибиться сейчас. Провозгласив хана Башкиры, Ногайской и Сибирской дорог пошли во много силе воевать Сибирь. Как говорилось выше, их было около 5000 бойцов. Этих сил было явно недостаточно для реставрации в Сибири династии Шейбанидов Кучумовичей, и тем более исламские экономисты. За Уральской свобода был раскритикован Драгунский полк, а вскоре прибыл еще один конный полк из Тобольска. В десятках острогов свободы и деревень проживал несколько тысяч казаков и крестьян, из которых был сформирован многочисленный отряд вольницы. Таким образом, общее количество правительственных сил было сравнимо с численностью повстанческого войска, однако в распоряжении первых были многочисленные укрепления из артиллерии в них. Все это давало властям несомненное преимущество. Тем не менее, Хаджи хан, прибывший в Сибирь, стал вести себя не только как представитель законной династии, но и как гази, то есть борец за веру. Он издал фирман, подкрепленный печати Каид Мухаммед Бахадур хана, и молюся ему, единому Богу, сотворившего всего света, небо и землю, и всем пророкам и угодникам его от отлучного его лукавого врага, зла, и молю Бога за них, которые веруют единому Богу и пророкам и угодникам его после того, как было бы им ведомо, который к вам приехал хан Хозей и князья по совету юртов, согласясь по совету послан из 700 людей по камес, мы приедем, верных и неверных разберете, а верные особо живите, а будет вам так и не жить, сами себе на свой грех пеняйте. И после того, видимо, было Казань был Шигалея хана Юрт, а Уфа была Гарая хана Юрт. Оба мусульманские юрты были, и вы, иноверцы из мусульманского юрта, пойдите вон, и вы мусульманскую веру веруете, а в мусульманскую веру не пойдете, давайте нам дани. А будь чего на себя не примете, дайте поля и скажите место и силы соберите, мы в то место будем готовы, и не мстите, что того не быть, именно которые мусульмане и иноверцам пристанут, и вспоможение учинят, и их имена написав, пришлите к нам, будет Бог велить, сами приедем, и в грехах их не простим, прежнюю вашу вину простили, а ныне прощать не будем. Сей, который к вам приехал, сын мой, и что слов старших, которые с ним приехали, будет услышно учинить, отнюдь прощения не будет. А будет кто с единым Богом верует, и пророкам его, и мусульманскому царю не покорится, и те мусульмане будут какими же иноверцы и на втором пришествии в вечной муке. Короче говоря, как я понял, пока башкортлар, татар или там кто там вот это в среде, кто там жил, не станут мусульманами, они как бы ну, как бы помогать не будут, или там будут дань платить и так далее. Вот такой ультиматум поставил этот, который пришел туда. Как его звали? Ну, Кази, вот этот, который как бы. Имам длинный какой-то, мулла хан, короче, какой-то. Хаджи Баба, короче, да? Вот, примерно вот пришел такой этот и поставил такой вот ультиматум. Теперь вот здесь эти почитаем сейчас. Вот скажи, утра, Рахмат. Имеется в виду предпоследний казанский шах Али, трижды побывавший в троне 1519, 1521, 1546, 1551, 52 годах. Шах Али. Третье. По всей видимости, имеется в виду Шибанит Ахмед Гирей, правивший в Башкирии в 1546-1558 годах в качестве наместника Ногайской Орды. Так в тексте возможно. И не мните, что того не быть. Короче говоря, пытались они, Башкортлар, мы еще раз напомним этот момент вообще в книге, что происходит. Башкортлар, короче говоря, вот хотели из этого Алдар-Батыр тоже, и до этого где-то, или в этом же, здесь же читали, мы говорили, или еще в каком-то эфире, помните, я читал о том, что из юрматов, ну вот как я тогда еще выражался, юрматинской Юрмат Аруна, Нидедер тоже на всякий Батыр Болган, который хотел вернуть Казанское ханство, ну так скажем, татарам власть. И пошел, как говорится, с Башкортостана идти на набережные Челны в данный момент, в сторону туда, захватывать, получается, территорию, чтобы помочь казанским
людям освободиться от этого узкого мира. Но нифига у него тоже тогда не получилось, потому что, само собой, наверное, не хватило у него сил и поддержки. Поэтому безге, башкатларга, татарларга нужно брать у каждого вот этого, так скажем, аргумент, да, для нас это, каждый вот этот промежуток людей, которые что-то пытались сделать, безге будет дәрес боларга тиеш, что кемдер тарышкан, нәрсе дәрешләгән, но у него что-то не получилось, что-то не пошло, и как бы он где-то все равно где-то сломался. Вот это, мы должны понять, что мы не сломались, безге шунарга конкретно бөтен нәрсәне нужно будет сосредоточить, чтобы у нас внутри нас, самое главное, не должно быть узких, в первую очередь, и предателей. Поэтому безге, еще безде, главное, четко должны сопоставлять, что сбор людей от 30 до 50 лет должно быть жестко контролируемо, жестко, чтобы еще безде какой-нибудь тункай чакмаскатыш, понимаете, который пойдет к тункайра, этот узкому миру. Так, идем дальше. Данное письмо доставил в Казань татарский мурзак Кулбарыс Бегинин, а ему передал его Кучум-Батыр. Отсюда становится ясным, кому адресовал столь красноречивое и грозное послание. Кархалпасский Каиб Султан Табурчаков, объявивший себя Каиб Мухаммед Бахадурханом с подачи Алдар-Батыра и других лидеров повстанцев, угрожал Кучум-Батыру и его сторонникам, примирившимся с правительством, посмертными муками за сотрудничество с неверными кафирами, и призвал их немедленно покориться мусульманскому царю Хаджихану. Далее звучал уже призыв к неверным, то есть к русскому населению, и им предлагалось принимать ислам, а в случае отказа они должны были либо покинуть мусульманскую юрту, и Уфы и Казань, либо платить джизью. При непринятии и этих условий им предлагалось избрать место для битвы и сразиться, вручив себя судьбе. Таким образом, в манифесте излагалась программа восстановления мусульманского ханства и Урала-Поволжья, включая в себе нормы шариатского права, вооруженный джихад против кафиров и мунафиков, а также джизью, взимавшийся с покорившегося исламского правления и наверного населения. Кстати, как раз таки, ураза вахтанда, мусульмандар, как говорится, и сенат шерге, что без ураза вахтанда крышерге можем. Мы недавно тоже об этом обсуждали в Телеграме, что во время ислама, точнее, прошлого столетия, так скажем, веков, что во время уразы тоже брали, делали бои, если, как говорится, шло какое-то, скажем, недоразумение, нечестность со стороны вот таких всяких крестоносцев и кафиров. Поэтому воевать во время уразы у нас проблем не будет. Главное поставить народ. И вот здесь вот как раз-таки идет о шариатском праве и вооруженный джихад. И как раз-таки вы где-нибудь, вот это узким касается, вы где-нибудь, вот сейчас то, что я вам прочел один абзац, могу повториться, излагалась программа восстановления мусульманского ханства, и также, да, и избрать, если им предлагалось принимать ислам, то в случае отказа они должны были либо покинуть мусульманскую юрту, или либо платить джизью. Теперь, тем узким, обращаюсь еще раз, так скажем, больно продвинутым, которые пытаются нам втюхать свою азбуку тупую и говорить, что почему я говорю на вашем языке, вот я вам как раз предъявляю. Смотрите, Кукайля, как раз таки здесь говорится о том, что никогда ислам вас не принуждал принять вам ислам. Вам говорилось, или вы вот здесь вот принимаете, или платите дань. А вы что делали? Вы что делали со своим грозным сраным? Вы убивали. Казанка была переполнена трупами, которых привязывали на бревна и пускали вниз по реке, чтобы видел весь аул там дальше, чтобы боялись. И вы так перебили в 1552 году, перебили наших татар, перебили нашу Казань. И вы после этого хотите что-то нам сказать, что вы, как говорится, можете нам что-то предъявлять о том, что мусульмане принудительно вас притаскивали в ислам, что ли? Ни хера подобного. Вот вам на узком вашем языке написано, что этого не было. Вам давалась конкретно, так скажем, узкая рулетка. Хочешь — принимаешь, не хочешь — плати. Или выходи на бой. Револьвером, как говорится, по узкой рулетке, как говорится, пушкинский вариант, как говорится, вот и все. А вы перевертываете все, говорите, ислам такой, все вот эти крестоносцы несут какую-то ересь тупорылую. Мозги откройте и читайте, как скажем, хотя бы как я, вот я не любитель читать книги, и то я пытаюсь вам донести историю. Хотя бы как я, читайте вот так хотя бы там 1000 лет один раз книгу открывайте, хотя бы путевую книгу, чтобы уж не быть такими узкими маразматиками. Надеюсь, я вам ответил, придуркам. Так, платить жизнью, поняли, да? А в нашем варианте джиз мы не будет, ничего такого платить, молотить, мы от вас ничего мы не будем брать, вы шакалье. Вы все наше забрали. Мы у вас все отберем, а вы там будете у себя в московском болоте торф топить. Понимаете, будете жить, как говорится, в пещерном обитании жизни. В пещере будете жить там. Так, вот, при неприятии этих условий им предлагалось избрать место для битвы и сразиться. О, понимаете, как все делалось? Правильно, по исламу. А вы что делаете? Вы что делаете? Вы просто идете, пытаетесь унизить, крестить или убить. Как раз таки вчера где-то в Инстаграме увидел ролик, как крестят, а как мусульмане дают имя своему ребенку. Аллах Акбар, там, да, мы говорим. И потихоньку в ухо даем. Ребенок, который плачет, он даже останавливается, не плачет. И ему у нас дается имя. В одно ухо, в другое ухо. А у вас там как раз показывается в этом видео, в Инстаграме можете посмотреть, где-нибудь там найдете, как у вас ребенка берет этот поп, толоконный лоб, уродец, берет ребенка, малыша, окунает в воду, короче, и потом что-то по жопе дает или что-то еще, засовывает головой прям целиком. Сперва головой засовывает, потом что-то ногами засовывает, потом целиком засовывает. Вот этот какой-то чан их какой-то, в церкви, А он орет там, потом что-то, и это прям кто-то снимает, это, наверное, родители снимают. И вот ему дают имя, понимаете. Но это же не это, да? Не садомаза, Это ебанизм. Это ебанизм вашей вот этой православия. Вы что, уроды? Вы что, нам что-то хотите против Корана что-то говорить, что ли? Вы уродцы. Вы уже родились уродами. Вы пожизненные уроды, которые, как говорится, даже детей уже с детства, вы по сути, уже с детства казненные. Вы с детства уже сами себя казнили уже. Садомазохисты. С детства. Как можно ребенка, который недавно родился, ему дают имя, запихивает в нашу крестят и так далее.
Просто ужас, я это увидел, вот мне почти 40 лет, я это увидел, может и раньше я как-то понимал это, но когда ты это видишь, и когда дают тебе сравнение того, что нам в ухо говорят, она именно боларма, мулла, кулонайтен, исамен, и это нормально. Это и есть вот эта человечность ислама. А вы что? Вы что своим детям даете? Суете его прям целиком, он дышит там, не дышит, под воду запихивает его. Просто я в шоке, ребенок весь красный, голый. И эти уроды говорят, нам азбуку принесли. Вы придурки вообще конкретные. Вы уроды, какой нам азбука? Мы, идиоты, как говорится, вам поверили, что вы нормальные люди, и, как говорится, как бы начали жить дружно. Ну, ни хера. Никакой дружбы не может быть перед вами. Вы завистные крысы. Как можно с крысами вообще дружить? Вы крысы. В человеческом образе. А по идее даже не человеческий, а шайтанский образ у вас. Шайтаны вы в обличии, как говорится, кожи до кости. Так, надеюсь, объяснил. Идем дальше.